Xayrli kech, soat tugal jiydi ham biz boshlaymiz. Traditsiya bo'yicha barig'izdan dasturni meni yaxshi ko'rasizmi? Meni yaxshi eshitasizmi? Aydagiz aktivlashig'iz. Bugun biz kichkina gruppada Так. Biz bugun kichkina gruppada ishlaymiz. Chunki o'zgan darsda biz demo versiya bo'laroq bo'ldi darsimiz. Shunga ko'ra biz zo'ra kompaniyada edik. Bugun biz shunday kichkina testniy kompaniyada ishlayacakmiz. Kimlar bor? Salomlaymiz bir-birimizni. Кто тут есть? Давайте поприветствуем. Несем Азат. Меня видно, меня слышно? Әйдәс, калганнарны көтеп карыйбыз, аннан соң мин сезгә дәрес аңлатуны башлап җибәрәм. Ярар, мин бик шат. Хәерле кич, Любовь. Хәерле кич, Азат. Кәефләрегез ничек? Как ваше настроение? Кәефләрегез ничек? Мин бик шатмын. Регина исәнмесез? Хәерле кич. Сезнеке шәп булгач, минеке дә шәп була инде. Алла кушып. Отлично. Азат включил татарский акцент. Так. Ильяс та кірді біздің. Ярар. Почти барыбыз да жиылып беттік. Әйме? Почти все мы собрались. Я говорю же, повторюсь, мы сегодня занимаемся в маленькой группе. То есть у нас уже сегодня те, кто выжили. Так, Марат исәнмесез? Хәерле кич. Там bir qat рәхмәтемне белдерәсем килә сез безнең белән дәвам итү курсларында булганыгыз өчен. Хочу вам выразить огромную благодарность за то, что вы с нами продолжаете изучать татарский язык именно с нами. И это очень нам дорого стоит. И нам это очень приятно. Ярар. Сәламләп бетердек. Хәзер мин сезгә тиз генә опрос ясамакчы булам. Я сейчас буду рандомно спрашивать, то есть буду спрашивать наугад, кого хочу спросить, вопросы на татарском языке, и вы попробуйте ответить. Вопросы буду спрашивать разные. Если вы не знаете ответ, вы можете просто сказать. Это могут быть вопросы, которые мы не изучали, в принципе. Просто хочу проверить вас на логику. Хорошо? На ориентированность. Так. Регина, әйт әле миңа, пожалуйста, синең күзләрең нинди? Синең күзләрең нинди? Регина отвечает на этот вопрос. Азатка сорау. Синең чәчләрең нинди? Запоминайте свои вопросы. Регина, я спросила. Я не буду перевод говорить специально. Регина, синең чәчләрең нинди? Азат. Ой, Регинаға, синең күзләрең нинди? Азат, синең чәчләрең нинди? Кап-кара. Молодцы, здорово. Маргарита, син нинди ризык яратасың? Кто знает? Маргарита, син нинди ризык яратасың? Марат, бүген көн нинди? Бүген көн нинди? Маргарита, син нинди ризык яратасың? Марат, бүген көн нинди? Так, Ильяс. Ну, тебе попроще, Ильяс. Ильяс, хәлерең ничек? Ильяс, хәлләрең ничек? Нинди ризык? Ризык это блюдо, немножечко... Так, подсказка. Блюдо.
Марат, бүгін күн нинди? Так, любовь. Что это? Так, это ризык, это значит блюдо. Подсказка, да? Так, любовь, тебе вопрос. Так, чтобы придумать. Яра, у тебя тоже давай спросим такой же вопрос. Синин күздерің нинди? Синин күздерің нинди, Любовь? Әйе, дұрыс, Марат. Здорово. Так, Ильяс. Мгм. Вот так я вас буду вводить немножечко в ступор. Так, кто еще тут есть в онлайне? Так, всех спросил. Хәлләр яхшы. Искиткеч, мин бик шат. Барыгыздан да сорадым бит. Маргаритадан сорадым. Маргарита, ваше любимое блюдо. Минем яраткан ризык. Расскажи, что ты любишь, какое блюдо. Можешь сказать название блюда, которое не переводится. Так, если у вас что-то не получается, если вы не понимаете, не надо расстраиваться только, ладно? Хорошо? Договорились? Это я уж так просто немножко практику ввожу. Да, только зеленый будет яшель, еме? Яшель. Сіздің көзлеріңіз менің күлмәк түсінде, значит. Ваши глаза цвета моего платья. Мгм. Мин лапша яратам деп айтасыз. Тоқмашинда. Ну, лапша да деп айтыларына. В принципе, мы вас поняли. Хорошо, отлично, здорово. Здорово, здорово, здорово. Остальных, так, 7 человек, вроде всех спросила. Хорошо. Да ладно, хорошо. Приступим теперь к теме нашего урока. Мне понравилось то, что вы очень быстро все сориентировались, и это очень круто на самом деле. Это значит, у нас есть с вами связь. Хорошо, сейчас я открою презентажку, и мы с вами приступим к уроку. Так. Азат, волей-неволей все женщины к этому уже привыкли. Яшель зеленый, да, я сказала же. Яшель зеленый. Так, хорошо. Бүгінгі дәрісі міне мындай тақмақ это частушка. Башлап кетесің келе. Хәйләкәр. Жырларға да мин извините. Хәйләкәр. Жырларға да мин оста, биергә дә мин оста. Әти әнишкә кушса, мин ауру, мин хаста. Хитруля. Я и петь мастер, я и танцевать мастер, но если папа с мамой просят помочь, я нездорова, я больна. Как часто это у нас бывает, да? Вот такая небольшая шуточная частушечка. Так, сегодня мы с вами будем изучать парные звуки, которые чаще приходятся в слове, то, что они рядышком постоянно где-то там обитают. Вот такие звуки мы сегодня с вами будем изучать. Вот. Ну и первая такая у нас парочка, сладкая парочка, это «ы» и «е». Вот. Если твердой парой буквы «е» является гласный «ы», который звучит как нечто между, среднее между «а», «о» и «э», то твердой парой будет «и». Является сочетание букв «ы». Это особый звук татарского языка. То есть получается, вы пока просто послушайте, я сейчас на практике вам все это объясню, и вам будет все понятно. То есть «ы», «е», «ы», «и». «Ы» авазы белән яңа сүзләр. То есть вот этот звук, он частенько употребляется вместе, вот эти два звука, и получается такая парочка. Абый, мәсәлән, да, дядя и либо брат. Ул ашый, он кушает. Шундый, такой. Важно.
Вот это нужно запомнить. При образовании спрягаемой формы глагола третье лицо, единственное число. В случае, когда глагол оканчивается на гласную букву, мы добавляем окончание «и». Мисал. Тыңла. Вот смотрите, это повелительная форма. Тыңла. Слушай. А как сказать в третьем лице, получается, единственном числе, например, она слушает, получается уже тыңлый. Понятно, да? Эшле, видите, у нас мягкое, поэтому будет окончание эшли. Вот такое небольшое сочетание, которое часто бик, еш, эшры, татар, талинде. То есть это очень часто употребляется в татарском языке, вот это сочетание, сладкая парочка. Так, вот пока воспринимайте информацию хорошо. На практике это я вам все объясню. Так, дальше. Е, ю, я harflerinin aytilishi o'zunchaliklari. Особенности произношения букв Е, Ю, Я. Смотрите, мы к предыдущему слайду вернемся еще. Хорошо? Мы пока просто воспринимаем информацию. Смотрите, Ю аваза. Звук Ю. В начале слова и после гласной читается. В твердых словах Ю, месалян, мисал, да? Юл, путь, дорога, значит, да? مثلا, ну, вы все видели, наверное, вот эти баннеры стоят же, хайрли юл, да, допустим, да, счастливого пути, например. Юлга шықты, вышел в путь, значит, да. Аю, видите, мы не просто говорим, как в русском языке бы это звучало, аю, да, мы говорим правильно, по-татарски. Немножко олаштырып на о похоже, да. Ю, аю. В мягких словах ю, то есть буковка ü, татарская вот эта, как стрелка. Например, юэш, юэш. Видите, буковка е слышится как экскаватор. Юэш, мокрый, или мокрое, да, или мокрые. Бию, пляска, танец. То есть, например, бию, кие, это значит танцевальная мелодия. Например, бию гайерим, я хожу на танцы, например, да? Так, дальше, поехали. Я у вас. В начале слова и после гласной читается в твердых словах я или я. То есть либо с буковкой А обычной, как в русском языке, либо же с татарской А, которая немножко такая на О похожая. Язуще, мәсәлән, да, вот это новые слова. Язуще, видите, я немножко олаштырып. То есть у меня рот округляется при произношении. Язуче, язуще, Мишарка из меня прет. Язуще, писатель. Ял, отдых. Например, выходные будет яллар. Вот. Бая, недавно. Баягна это би, то есть недавно же только вроде было. А в мягких словах говорится как е, то есть уже там вот эта буковка которая татарский звук Мәсәлән, яшель, вот как раз таки зеленый, да? Яшель. Яшель. Но ни в коем случае в конце мягкий знак мы не пишем, потому что L, она смягчается, поэтому слышится мягко и слышится мягкий знак, но мы его не пишем. Это значит зеленый, зеленый, зеленый и так далее. Бее, цена. Так, барыл задамлашылама пока. Пока все понятно вам? Напишите, пожалуйста, ответные смайлики, что-нибудь. Да, нет, не знаю. Не понял, повтори еще раз. Напишите, пожалуйста, свои ощущения пока. Можете ли вы вникнуть или вам что-то сложновато? Аңлашыламы сізге? Біз бүгін бір қайда шықпаймыз, никто никуда сегодня не торопится, потому что нас сегодня мало, и поэтому я смогу каждому из вас побольше времени уделять. Так, хорошо. Плюс. Отлично. Отлично. Дальше поехали. Аллатаваки. Так, дальше. Е. У нас буковка Е. Е ауазы, точнее звук.
В начале слова и после гласной читается в твердых словах, как «е». Например, «ел» – год. Например, «яңа ел», да, Новый год. «Уен», «уен». Мы не просто вот читаем, да, «уен», «уен». Нет, мы читаем «уен». Это игра. Мин уен уйны. Я играю в игру. В мягких словах это будет как е, получается. Егет, джигит, парень, да. Например, хайнар егет, горячий парень, например, да. Горячий джигит. Так, егерме 20. Егерме, mesela миңа егерме еш, мне 20 лет, например, да. Биек, высокий. Anladınız, да? Ол биек. Так, он очень высокий, например. Так, хорошо. Дальше поехали. Алға таба кеттік. Если ю, я, е первое единственное гласное в слове, то невозможно определить, читается оно по твердому или по мягкому типу. Поэтому в таких словах мягкость обозначается постановкой мягкого знака в конце слова. Mesela, ну вот, например, мы же не знаем еш. Ну, там один гласный, он только я. Мы не знаем. В тех словах я вам сказала, что где-то читается мяк, где-то читается твердо. Это все нам помог определить закон сингармонизма. То есть мы четко знаем какие-то слова в татарском языке. У нас они всегда мягкие, какие-то слова всегда твердые. Но это из-за того, что там много слогов и других гласных много, да, поэтому мы определили. А тут мы просто мягкий знак ставится в конце. Вот, например, если в конце стоит мягкий знак, значит, соответственно, вот эта буковка «я» читается как не «я», а «е». То есть «еш» – это год или возраст. Понятно, да? То есть, например, «ниче еш», да, сколько лет. Или, например, можно сказать «улбик еш», он очень молодой. «Ешлик» можно еще сказать, да, то есть это составное получается. То есть несколько у него значений есть. Вот. Дальше, например, «ем». Мы если видим то, что там в конце мягкий знак стоит, мы автоматически читаем уже как «ем», «еш». Ну вот просто представьте, если бы там в конце мягкого знака не было, ну, конечно, нет таких слов в татарском языке, ну просто мы бы читали бы «яш», «ям». Понятно, да? Но тут как так стоит мягкий знак, поэтому читаем «ем» и «еш». Ем – это значит красота или краса. Ну, например, можно сказать, в каких случаях это употребляется. Например, ямле, то есть еще добавляется ям, красота, краса – это как существительное. Но можно из него еще сделать прилагательное, добавляя окончание ле. Ямле, например, ямле жай, такой красивый, прекрасное лето. Например, ямле кен, прекрасный день. Такой вот, знаете, погожий день, по-другому даже, если уж прям близкое по значению слова подобрать, перевод. Аңладыңыз, имя? Так, таба кеттік. Пигель тірләніші. Спряжение глагола происходит путем присоединения спрягаемой форме глагола личных аффиксов. То есть, смотрите, первое лицо, единственное число – это «м». Добавляет всегда «м». И второе лицо, единственное число «м», а множественное число «без». Например, вот элементарно, давайте вспомним слово «бар», «иди». Например, мы знаем уже из предыдущих уроков то, что вот смотрите, у нас идет слово, я вам сюда запишу. Например, «иди». Ведется у нас повелительная форма, быйрых форма алына, имя, фигурно. Потом, чтобы сказать, что я иду, сначала мы к нему, вот этой основе, добавляем окончание «а», то есть мы из него делаем, что он идет. Это обязательно эта основа. Потом, чтобы сказать дальше, что действительно я иду, надо вот так вот будет получается. Мы просто это вспоминаем. Просто добавляется вот по такому принципу. То есть получается, смотрите, берется всегда основа повелительное наклонение, к нему добавляется окончание вот это, то, что он что-то делает, да, и уже в конце добавляется «м».
Либо, например, если вы хотите сказать уже «мы идем», то есть получается «бара бас». Вот. Ну и так далее. «Бара сын», «бара сыз». Ну, третье лицо уже и так понятно, что это просто «бара» получается, да? А множественное число, третье лицо «баралар». Это понятно? Это понятно? Ну, или, например, это было слово твердое. Например, киль, приходи, иди, например. Допустим, киль. Опять-таки берем повелительную форму. Он приходит киля. И, например, если мы хотим сказать, что я приду, килем. Вот, все. И вот просто мягкую форму. Киле без, киле сен, киле сис. Третье лицо, единственное число, также остается киле. И множественное число, третье лицо, киле лер. Угу. Все, мим бигшат. Вот все, очень все просто. И вот, на самом деле, чтобы проспрягать глагол, нам необходимо образовать из него повелительное наклонение, спрягаемую форму глагола. Спрягаемая форма глагола является формой третьего лица, единственного числа, ул. Она образуется путем добавления окончания к повелительной форме глагола, если глагол оканчивается на согласную букву, а если на гласное окончание и. Мисал ул бара, ул биря, ул тамлы, ул шли. Да, вот здесь еще, если на гласное, то уже вот здесь окончание и. Ну, то есть та сладкая парочка тут присоединяется к нам. Понятно, да? Вот, например, даже, ну вот Танла, например, да, вот у него будет окончание «ый». И вот просто, например, я слушаю мин Танлы, мин эшли, син эшлисен, без, ну то же самое, просто вот здесь меняется окончание третьего лица. И все. Вот это просто нужно запомнить. И все у вас будет супер-пупер-друпер. Так, ярар, алға таба кеттік. Вспоминаем спряжение глаголов по лицам в настоящем времени. Например, смотрите, я рад, люби, люби меня, я рад меня, да? Ул ярата, он любит, это спрягаемая форма глагола третье лицо, единственным числом. Например, то есть, смотрите, первое лицо, как сказать, я люблю, мин, яратам. Видите, сначала идет ярат, повелительная форма, добавляется потом добавляется м. То есть мы четко говорим «я люблю», «мин яратам». Дальше. Первое лицо множественное число. Без ярата без. Син ярата сан. Ты любишь. Дальше. Вы любите. Сис ярата сис. Например, получается третье лицо ул ярата. И видите, красненько только остается, у него окончания нет. У нас уже есть окончание, вот это, уже больше ничего не добавляем. И третье лицо множественное число алар ярата лар. Вот. В принципе, говорю же, ничего сложного нет. Это вот все настоящее время. Это мы сейчас все настоящее время изучили. Так, хорошо, давайте попробуем вот это слово проспрягать тоже по трем лицам в множественном единственном числе. Кыль. Смейся. Вперед, поехали. Кыль. Смейся. То есть вам нужно сказать «я смеюсь», «ты смеешься», «мы смеемся» и так далее. В настоящем времени смеяться. То есть я что-то делаю, ты что-то делаешь и так далее. Вот это слово проспрягайте, пожалуйста. Если у кого-то нет татарской клавиатуры, ничего страшного, пишите «о». Я пойму. Мин келем. Мин келем. Отлично. Здорово. Так. Второе. Множественное число теперь. Первое лицо множество. Мин келем, син келесен, ол келе, без келе, сіз келес, алар келелер. Без келе, без. Азат молодец. Азат, аферин. Так. Калганар, да, можете тоже сразу всю строчку написать. Кто как успевает, я просто хочу посмотреть, кто как понимает. Син келесен, без келе, без.
Кля, клям, клясен, клясес, клябес. Да, клялер. Просто. Да. Угу. Ул кля. Угу. Ул кля. Алар. Клялер. Так, хорошо. Всем все понятно, да? Угу. Я так вот просматриваю, что все правильно написали. Ярар. Min big shot. Так. Ну, давайте попробуем тогда с гласной, который заканчивается. Я не очень люблю это слово, но иногда женщины это любят делать. Ела. Кто знает, что такое ела? Ну-ка, вспоминаем. Ела. Елама. Ела. Кто знает? Это часто любят делать женщины. Кайсалас, бля. Елама. У Эльвина Грея еще есть. Да, плачь. Да. Давайте проспрягайте вот это слово сейчас. Тут подвох. Она на А заканчивается. На гласную. Регина, молодец. Видите, она на гласную заканчивается, поэтому будет мин елым. Елым, да, вот. А Регина правильно писала, сориентируйтесь на нее, хорошо? Да. Без елы, бас, син. Угу. Да. Дрес. Так, Любовь, Маргарита, вам все понятно? Вы ни в коем случае свою вот эту самооценку не снижайте. То, что вы что-то не понимаете, возможно, у вас еще словарный запас не такой великий, да? Ни в коем случае руки не опускаем. Все получится, мы прорвемся. Угу. Елы. Марат, только и краткую, пожалуйста, ладно? После и краткое. Эту сладкую парочку нельзя разъединять, хорошо? Они всегда вместе, как Ромео и Джульетта. Мгм. Как это? Зайнаб, Белян, Зефер, Хайретдинов, или как у него фамилия? Билалов, точно. Мгм. Как Гузель Уразу и Ильдар Хакимов. Поэтому вот эту парочку не разъединяйте, ладно? Так, да, соделайся. Так, вижу, что вы уловили. Вы мне такие молодцы. Здорово. Михазер Йолым. Я сейчас заплачу. Бахаттен. От счастья. Ой, ну не люблю я его, не люблю. Азат, извините. Ну вот никак не принимаю я его. Вот вообще. Абсолютно. Ну да. Ну вот. И я не понимаю, почему его так все любят. Это, не знаю, за гранью просто. Я поняла, что вы прикалываетесь. Батрудинов и Бузова. Да. Да, на вкус и цвет фломастеры тоже разные. Согласна. Я не хочу никого оскорбить. Просто лично я не люблю. Я люблю классику. Ярар. Немножко посмеялись. Алатавакиты. Угу. Разбегайте глаголы по лицам и числам. Вот смотрите. Повелительное наклонение глагол яще живи. Спрягаемая форма яши, то есть он живет. Ыш лети. Ул ща. Юкла спи. Ул юклы. Мы уже с вами сегодня поспрягали, поэтому я думаю, и так понятно это уже, да? То есть получается яше, ыш, юкла. Видите? Яш, они заканчиваются на гласный, поэтому у вас будет окончание как Данил Сабиров и Бородин сон. Да.
Текст я писала ему. Шучу. Так, это понятно, да? Хорошо. То есть вам нужно одно запомнить. Если, допустим, заканчивается слово в повелительной форме, то есть как итог можно сказать, да, если слово заканчивается в повелительной форме на согласный звук, то добавляется окончание «а» либо «э». То есть, ну там же вот просто запомните ассоциативно, да, как я вас уже учила. Если заканчивается на согласный, значит там не хватает какой-то майонезика, да, какой-то вот получается, ну что-то как вот, ну не хватает клея какого-то, да, вот. А получается, когда уже заканчивается на гласный звук, там уже есть майонезик, там уже есть маслица, там нечего уже добавлять. Вот, поэтому уже будет на согласное. Понятно, да? Хорошо. Так, попробуйте перевести вот эти глаголы. Мин яшим ошам яклин. Син яшисен ошасан яклисан. Ул яши оша яклы. Без яши, без оша, без яклы, без. Ну, не будем это переводить, тоже понятно, да? Сез яшис ошасас яклисас, алар яшилер ошалар яклилар. То есть тут, опять-таки, яшим живу, ошам лечу, яклым сплю. Понятно, да? Вот их спряжение. Вы уже это все изучили. Хорошо, дальше поехали. Запомните и заучите новые глаголы. Повелительное наклонение глагола. Смотрите, уйна, играй, жерла, пой, жерла, тарики. Угу, да. Ну, мы уже это перевели. Ладно, давайте не будем на этом времени останавливаться. Так, повелительное наклонение уйна, играй. Спрягаемой формой его будет уйны. Потому что А у нас гласная. Жерла, опять-таки, у нас А гласная, это пой, да, вот получается, будет жерлы. Поет. Аша, ешь. Аши, ест. Ела, плачь. Мы уже сегодня его изучали. Елы, плачь. Яше, живи. Яши, живет. Эшле, работай. Эшли, работает. Бас, встань. Баса встает. Помните, бас, козыме, пипе? Это оттуда. Яд, ляг. Ята лежит. Ну, mesela, ул диванда ята. Он лежит на диване. Аш, открой. Аша, открывай. Ишикне аш, открывает дверь. Ул ишикне аша. Он открывает дверь. Бар, иди. Кибетке бар, иди в магазин. Бара, идет. Ул кибетке бара. Понятно, да? Так, слова уже, в принципе, вам, наверное, какие-то все равно тут понятны. Перешлем вот этот слайд, хорошо? Вы просто их повторите. Я вам просто для тех, кто татарский вообще с нуля изучает, которые мне особенно это очень помогает. Есть такой метод, когда изучаешь новые слова, я, например, ассоциирую с каким-нибудь другим словом. Угу. Бас, да, можно. То есть, например, эти слова я на что-то ассоциирую, либо делаю на что-то похожее, что так у меня в голове больше остаются мне в памяти. Вам тоже так советую. Просто ассоциируйте с чем-нибудь это слово. Может, на что-то оно похоже, может, на какое-то русское слово похоже. Прям в голове так лучше остается. Так, такой метод, кстати, разведчики использовали. Я где-то читала про это. Так, запомните, заучите новый глагол. Следующая партия у нас. Здесь, видите, уже без гласной, то есть без майонезика, без маслица. Утр, садись. Утра сидит. Вот, например, элементарно, я когда захожу в класс и говорю детям, утырығыз там, басылыз, утырығыз. Садитесь, да, множественное число. Первое. Второе спряжение, то есть получается второе лицо. Так, кер, заходи. Я рад, люби. Ярата любит. Кер, заходи. Кря, заходит. Ну, помните, как в мультике? Ты это, заходи, если что, да? Ни. Кер, алай-булай. Помните, да, мультик «Жил-был пес»?
Yaşayan ve bulgan bir et. Так, кыр, увидеть. Күрә, видит. Так, бель, знай, беля, знает. Бир, дай, биря, дает. Киль, приходи, киля, приходит. Эш, пей, ща, пьет. А если вы хотите сказать все это в отрицательной форме, вы просто в конце добавляете ма либо мя, да, соединяем. Утр, утрма, да, это вам просто вспоминаем. То есть садись, не садись. Я рад ма. Не люби, например, да. Кыр, кырмя, кыр, кырмя, бель, бельмя, бирмя, кильмя, эшмя, эйтмя. Вот это тоже вы все помните, да? Хорошо. Так, дальше поехали. Давай кто. Так, переведите глаголы повелительного наклонения, а потом образуйте спрягаемую форму глагола третьего лица единственного числа. То есть, давайте сразу переведите вот эти. Например, давайте первую, я вам скажу, живи. Яше, сразу, живи. Яши, получается, да? То есть сразу в третьем лице яши. Он, то есть переведите это так, он живет. Угу. То есть первое слово будет яши. Нет, просто яши. Ильяс, почти правильно. Мягкое слово. Яши. Угу. Нет и нет. Мягкое слово, мягкое. Яша, яши. Угу. Да, вот это правильно. Здорово. Дальше люби. Люби меня, люби. Жарким огнем. Я тут попою, пока вы пишете. Яши, яши, яши. Да. Как будет люби? То есть он любит. Ол ярата. Айе, дрес. Искитлиш. Превосходно. Так, пей. Как будет пей? Пей воду. Су. То есть он пьет. Как будет он пьет? Ул эше. Да, есть такая песенка. Эше, да. Эйе. Так, эше. Ешь. Как будет ешь. Так. Любовь у меня куда-то пропала. Где моя любовь? Любовь. Куда-то пропала любовь. Любовь, отзовитесь. Что-то у вас 6 стало. Кто-то вышел, походу. Так, оши. Играй, как будет? Аша – это когда, ешь. А мы говорим еще сейчас сразу в третьем лице, получается, единственное число. Оши было имя? Ага. Так, ярар. Любовь Мудаики. Махабет. Любовь, вы знаете, как ваше имя будет по-татарски? Переводится. Махабет. Красиво, да? Да, скажи, эйте. Получается, он говорит. Он скажет, точнее. Ултанлы, он слушает. Да, сразу мы переводим в третьем лице, единственном числе. Красиво, да? Кстати, у меня была учительница Любовь Идгамовна, но настоящее имя было Махабет Идгамовна. Но она была учительницей русского, поэтому, чтобы дети не путались своими именами, она переименовалась как Любовь. Точнее, чтобы
Не в паспорте уж, а детям только так говорила. Угу. Да, ята, баса. Угу. Поет. Жерлы. Эйе. Угу. Знает. Ну, ярлы это вы, самарский так говорите. Камышла обычно так говорит. Азат, ты знаешь Камышлу? Камышлинский район. Так, Айша, знай. Угу. Блин, да. Открой. Вот Камышло я очень часто приезжаю. Да, не все так разговаривают. Там ярлы, там и так далее. Так, дальше поехали. Алға таба кеттік. Мгм. Кстати, у вас там будет федеральный сабантуй скоро, да? Камышле. Алға таба кеттік, Айдаз. Так, давайте проверим сразу, да? Живи, яше, ул, яшень. Просто глазками пробежимся, получается, да? Ярат, ярата, эше, аша, аши, уйна, уйны, эйт, эйте, тыңла, тыңлы, ят, ята, тыр, тыра, жырла, жырлы, біл, біле, аш, аша. Мгм. Да, слышал, но я в Камышлу приезжаю. Так, переведите глаголы повелительное наклонение, а потом образуйте спрягаемую форму глагола. Это мы с вами сделали. Здорово. Молодцы. Хазер быйрах фигальный ёклык формасы. То есть я об этом уже сегодня... Я всегда так люблю заранее все говорить, потом повторяться. Отрицательная форма повелительного наклонения образует добавление к утвердительной форме аффикса маме. То есть здесь тоже ничего такого сложного нет. То есть опять-таки берется повелительная форма, бери, например, all, да, и просто добавляется в конце либо ма, либо мя, в зависимости от твердости и мягкости слова. То есть, например, бери, не бери, all, алма, ну как яблоко, да, звучит алма. Еще есть такая шуточка, all, алма, алма, да, не бери яблоко, алма, алма. Вот. Жерла, жерлама, пой, не пой. Бир, бирме, давай, не давай, да? Шля, шлеме, работай, не работай. Тоже с отрицательной формой проблем особо не должно быть, в принципе. Тут, в принципе, запоминать-то нечего. Просто в конце повелительного вставится вот это либо ма, либо мя. Повторюсь, если слово мягкое, то мя, если слово твердое, с буковкой а будет ма. Понятно, да? Ярар алгата кеттік. Теперь повторяем спряжение глаголов по лицам и числам. Допишите, пожалуйста, нужные окончания. Потом попробуем перевести. Бириде без мотора улар. Тадан, тадан, тадан. Что же там? Какое же там окончание? Нинди хушанча булага дейшанда. Шуны әйтеп китегез миңа, пожалуйста. Әйе, биредә без матур авыллар күрәбез. Да. Угу. Да, күрәбез, Маргарита. Видите, там уже у вас подсказка this, то есть мы видим. Угу. Без күрәбез. Хорошо. Сез кафеда утырасыз. Сез утырасыз, да? Словосочетание сразу. Так, алар матур жырлар. Жыр. Просто алар жырлыйлар. Ладно? Жырлыйлар. Да. Жырлыйлар. В принципе, знаете, вы можете просто ставить алар матур жырлы. И все. Тоже без окончания. Тоже будет правильно. Просто жырлы. Угу. Можно жырлы, а можно просто жырлы. Просто оставить. Мин бүгін Мәскәүгә и да, все верно, да.
Так, син института укыйсың. Да, только в конце буковка Н с хвостика. Укыйсың. Ул алма ярата. Просто ярата. Он же один. Или она это. Ул. Немножественное число имеется в виду. Так, все здорово. Молодец. Молодец, молодец, молодец. Так. И тем только, ладно? Угу. Ярар. Так, давайте еще парочку жду, чтобы вы все дописали. Ул алма ярата әйе. Угу. Искиткеш. Молодцы. Пулдырасыз. Вы сейчас у меня такие старательные и прям на лету все схватываете. Это так круто. Так, ярар. Все. Все правильно писали. То есть так чисто формально проверим. Бирде biz матур авыллар күрәбез. Сез кафеда утырасыз, алар матур җырлар җырлыйлар. Мин бүген Мәскәүгә китәм, син институтта укыйсың, ул алма ярата. Так, давайте попробуем первое предложение. Давайте быстренько, быстренько, быстренько. Как переведем полностью все предложение на русский язык? Ничек тәрҗемә итәбез? Тәрҗемәсе миңа языгыз, Динхар өчен. Пишите, пожалуйста, мне перевод этого предложения. Бирде без матур авыллар күрәбез. Бирде это как будет? Мы это слово проходили. Бирде без матур авыллар күрәбез. Угу. Да. Бирде без матур авыллар күрәбез. Это как вот гид какой-то, да, экскурсовод говорит. То есть здесь мы видим красивые деревни. Угу. Хорошо. Сез кафеда утырасыз. Давайте. Как будет сез кафеда утырасыз? Бирде это... Вот смотри. Вот ты можешь сказать... Ну вот представьте, что в одной комнате сидят там парни, девушки и так далее. Да, в одной комнате. То есть ты знакомишься, говоришь, бирдеги кунаклар или бирде матур кызлар, матун малылар утра. То есть то, что здесь, в данный момент, в данном помещении. Либо же вот в данной местности. Понятно, Азат? Угу. Мы сидим в кафе. Айя. Алар матур жырлар жырлыйлар. Один цвет. Ну, манда. Ну, манда это как бы... Ну и да, можно манда тоже, но бириде это почаще звучит. Бириде. Именно у них похожее значение. Вот бириде это именно вот прям здесь, в здании вот сейчас, в данный момент это происходит. Манда это не совсем как бы такое, оно более разговорное. Они красиво поют песни. Нет, они поют красивую песню. Видите, алар матур жырлыйлар болса, то это да, они красиво поют. А они тут алар матур жырлыйлар. То есть они поют красивую песню. Ага, они исполняют красивую песню. Да, вот Регишка поняла. Да, Марат тоже понял. Так, син институтта укыйсың, да, ты учишься в институте. Мин бүген Мәскәүгә китәм. Я сегодня уезжаю в Москву. Ул алма ярата, это уже понятно. Мне тоже оно больше нравится. Мунда сразу вот, кстати, это же когда русский язык, ну, русским детям преподавал татарский язык, тоже они там, ну, не очень правильно слышат это слово. Оно как бранное звучит, к сожалению. Ну, у всех сразу свои ассоциации. Поэтому мне больше нравится слово бириде. Оно такое более мягкое, более такое складное, чем манда. Не очень красиво звучит. Но это мое личное мнение. Вот. И в литературном разговорном языке, ой, литературном татарском языке, конечно, больше употребляется именно бириде. Бириде.
Все, хорошо. Вы у меня умнички. Так, теперь такой диалог немножко странный, но мы же с вами такие своеобразные люди, поэтому у нас и диалоги тоже своеобразные. Мәселен, Муса, әне, бүгін іш көп, сиңа ял кирәк иш. Әнием бар тегендә ят әле. Әни, рәхмәт улым, син бик яхшы малай. Дөрес, миңа ял кирәк иш. Мин ятам. В уши втираю. Так, мамочка, да, вот именно они показывают то, что это моя мамочка, да. Бүгін іш көп. Сегодня очень много работы. Сиңа ял кирәк иш. Тебе нужен отдых. Ищ это вот именно тебе же нужен отдых. То есть такая частица вот ич. Как так? Ну давай уж бери отдых, да? А они бар тегендә ят әле. Мамочка, ляг вон туда, пожалуйста. Отдохни, приляг, да? А мама отвечает, рәхмәт улым. Спасибо, мой сыночек. Син бик яхшы малай. Ты очень хороший мальчик. Дөрес, миңа ял кирәк иш. Да, действительно. Дөрес это правильно, действительно. Ну, в данном случае, в данном подтексте это как действительно. Действительно, мне нужен, оказывается, нужен отдых. Вот как раз-таки это ич, это как оказывается, да? А, меня там, я ложусь. Вот такой небольшой диалогчик. Просто тут собраны все слова, которые, в принципе, мы с вами изучили, чтобы это все повторить, как это употреблять. В принципе, обычной жизни, наверное, даже такие татары так не разговаривают. Они это будет звучать, в принципе, приблизительно вот так вот. Они симбуган бигартым бар ялыт. Рахмат улам, мен киттим ялыйты. И все. Но мы же с вами хотим изучить как можно больше слов, поэтому давайте, смотрите, запоминайте. Ну, хотя бы основные, все равно у вас из большего хотя бы что-то останется в голове. И это будет уже очень круто. Ага, ярар. Так, теперь я вам сейчас прочитаю текст, а потом буду задавать вопросы. Тоже по очереди буду задавать вопросы, хорошо? Так что давайте внимательно слушайте. А теперь, ну, это текст на восприятие. То есть аудирование у нас немножечко будет. Bu Feride apa. Ol yazışı. Feride apa şın yazışı. Kişiler аңа зур бәя бирәләр. Фәридә апа җыр ярата. Ул күп җырлар белә. Бу Муса. Ул язучы түгел. Муса зур малай. Ул да җыр ярата. Муса да күп җырлар белә. Фәридә апа аңа: Муса, улым, син нинди җыр яратасың? Муса: Фәридә апа, мин татарча җырлар яратам. Алар бик матур иш. Пока текст вам понятен? Мгм. Теперь вопросы такие. Первый вопрос. Ферида апа нинди язучи. Регишка. Ферида апа нинди язучи. Обратно к тексту возвращаюсь. Регина, тебе вопрос, остальные думают. Ферида апа нинди язучи. И попробуем перевести, ладно? Ага, Марату текст понятен. Регина. Ферида апа нинди язучи. Калгандар ойлый. Азат переводит именно вот этот вопрос тогда. Так, Регина отвечает на мой вопрос. Ферида апа нинди язучи. Азат переводит, что я спросила у Регины. Ферида апа нинди окутушы. Ой, язучи. Пока осмысливаю одно. Ничего страшного. Хорошо, я замедлюсь. Просто за час я хочу успеть больше, больше, больше. Ферида апа нинди язучи. Да. То есть перевод будет не учительница язучи.
Язущая это писательница. Угу. То есть, смотрите, Фарида апа, тетя Фарида, какая писательница? То есть описывает. И вот она ответила, Фарида апа, Шен, то есть настоящий писатель. Да. Понятно, да? Да, отлично, отлично. Хорошо. Следующий вопрос. Ул нерселер биле. Ул нерселер биле. Что она? Что она? Да, Любовь, тоже попробуй переведи. Ул нерселер биле. Ул нерселер биле. Ул нерселер биле. Попробуйте ответить. Так, отвечает Марат, а вопрос переводит Любовь. Отвечает Марат, переводит вопрос Любовь. Ул нерселер биле. Отвечает Марат на этот вопрос по-татарски, да, переводит вопрос на русский язык Любовь. Так. Бля, это знает... Ой, уже сказала, что она знает. В тексте это есть, вот прям предложение с этим словом. Бля. Да, да. То есть, что она знает? Звучал вопрос. Ул кубжирлар, бля, да. Она знает очень много песен. Все, верно, справились. Здорово. Так, хорошо. Теперь. Муса нерсе ярата. Муса нерсе ярата. Сейчас я задам вопрос. Так. Давайте, Ильяс. Муса нерселер ярата. Муса нерселер ярата. Вопрос такой. Муса нерселер ярата. Вы отвечаете на вопрос, а вопрос мне переводит Маргарита. Маргарита попробует перевести вопрос. Ильяс отвечает на вопрос на татарском языке. Маргарита пробует перевести этот вопрос на русский язык. Угу. Да, да, что-то, да. Ну, в татарском языке это что именно, ну, то есть обобщенно в татарском языке добавляется к нему окончание лер. Да. Угу. Смотрите, в татарском, ну вот смотрите, в русском языке что любит Муса, да? Тут же непонятно, что он именно любит там, например, одну вещь или много вещей. То есть обобщенный такой вопрос, да, это что? А вот именно в татарском языке это, в русском языке нет такого разъединения. Значит, если что вопрос сделали, значит, мы можем и понять, что-то он там какие-то песни любит или определенно какой-то один предмет любит, да? А в татарском языке эти понятия разъединяются. Вот, например, у нерса ярата это значит что-то одно, когда мы спрашиваем, да, один предмет какой-то. А если мы хотим узнать, что он конкретно много чего любит, то уже нерселер. Anladınız mı? Понятно все? Любовь, понятно? Так, да. А именно уточнение, Ильяс, он, Муса любит именно татарские песни. Татарша жерлар, имя? Да. Что любит Муса? Угу. Все, отлично, я очень рада. Так, всех же спросила, да? Так, Марата спросила, Регину спросила. Кого-то не спросила. Так, кто там затих и меня не вижу. Отзовись. Так, по-моему, всех спросила. Ладно. Так, вроде всех спросила. Если что, не обижаемся. Муса татарша жырлар ярата. Әйе. Шулай был адрес. Угу. То есть, получается, у вас текст звучит следующим образом в переводе, да? Бу Фарида, это Фарида апа, да? Ну, то есть апа это
уважительное отношение взрослой женщине. Фериде апа шын язуча. Фериде апа настоящая писательница. То есть прям хорошая, настоящая, значит, истинная получается, даже можно правильно сказать. Так, шлер аңа зур бәйе бирәләр. Люди дают ей очень высокую оценку. Бәйе – это оценка, значит, да? Оценка ее творчества по-другому. Дальше. Фәриде апа жыр ярата. Фәриде апа любит песни. Ул күп жырлар белә. Она знает очень много песен. Бу Муса. Это Муса, ул язучы түгел. Он не писатель. Муса Зурмалай. Он большой мальчик. Ул да жыр ярата. Он тоже любит песни. А Муса да күп жырлар белә. Муса тоже знает очень много песен, да? Фәриде апа, ну Фәриде апа, то есть обращается к Мусе. А Муса, сынок, ну то есть это просто обращение, не обязательно, что это ее сын, да? Сининди жырлар яратасың. Ты какие песни любишь? Муса, Фәриде апа, мин татарча жырлар яратам. Фәриде апа, я люблю татарские песни. Алар бик матурыч. Они же очень красивые, видите? Если бы он просто бы сказал Алар бик матур, то есть он бы просто ответил, они очень красивые. А тут именно, они же очень красивые. И вот это вот получается же. Понятно, да, что такое ищ? Ага, все хорошо. Текст вам понятен? Или стал понятен только после моего перевода? Угу. Так, некоторые имена на правительном падеже юнелишки лишенде. Это очень интересно, да? Отвечает на вопросы кимге, кому, нерсеге, к чему, к тете муршиде, муршида опаларга. Вот бывает у татар есть такое понятие, как бы, да, мин алияларга барам, например, мин муршида апаларга барам, да, это не значит, что там в одном доме живут очень много муршида апалар, да, или очень много алиюшек, да, это вот как бы перевести так дословно к тете Муршидам, да, имеется в виду семейство тети Муршиды. То есть, если вы какое-то семейство идете, вы же не будете там говорить, мы бубня бубларгамня бларгабарам, да, вы прям, татары просто говорят какого-то одного члена семьи и его во множественном числе говорят. Вот. Например, Рустама Быларгабарам, да, то есть к семейству дяди Рустама получается. А если, например, это, например, к Розе, Роза Габарам, да, ну она, если, например, одна живет, то это уж понятное дело. К родителям это анилерге. Понятно, да? Обычно муж говорит, ну да, уж понятное дело. Например, к подружке собираюсь, допустим, да, я к Альмина Лела Габарам, допустим, к соседям, допустим. Ну да, муж говорит, уж я уж так. И так, и так. Понятно, да? Вот такое есть понятие. Это же не значит, что в одном доме там очень много сидят там муршидалер, да? Закутались в платочки и сидят. Очень много их. Нет, нет, не значит это, да? Это понятно, да? Хорошо. Так, теперь домашнее задание вам будет такое. Выучить глаголы, которые я вам сегодня дала в течение урока. Выучить слова. Юл – это дорога, аю – медведь, юиш – мокрый, бию – танец, пляска, язучи – писатель, ял – отдых, яшель – зеленый, бяя – цена, бая – недавно, ел – год, уен – игра, егет – парень, а егерме – 20, биек – высокий. Знать правила образования спрягаемой формы глагола, спряжение глагола по лицам и числам, образование отрицательной формы глагола повелительного наклонения. Это вот это маме. Это просто звучат они так страшно, а на самом деле ничего сложного там нет. Так, хорошо. Ребятушки, у меня к вам такой вопрос. Сейчас я перейду, чтобы вы меня видели. Так, в глаза сейчас будем говорить с вами. Угу. Хорошо. Так, у меня к вам такой вопрос. Смотрите, если мы будем проводить 2 раза в неделю, да, ориентировочно это во вторник и четверг, вам уже всем удобно. Давайте определимся, пожалуйста, с временем, чтобы было всем удобно. В принципе, у всех ли устраивает в 7, мы можем либо в 8, либо в 7. Ну, чтобы удобно было. Давайте быстренько проголосуем, чтобы выбрать нам время удобно, чтобы, ну, как бы все успевали, все могли присутствовать и так далее. Или также и оставим в 7.
Напишите, пожалуйста, свои предположения, свои вариации на эту тему. Мгм. Устраивает 7, хорошо. Так, давайте мини-голосование. Кто за 7, кто за 8, например. Чтобы... Мгм. Жайлы, Любовь. Ой, здорово. Жайлы, это татарша. Так, Тан. Время нормально, а по дням я работаю с следующего только в понедельник выйду на связь, не могу смотреть записи. Мгм. Так. Мне удобнее знать живую, в смене недолго с работы добираюсь. Это я построюсь. Мгм. Да, в Самаре там у вас немножко отличается. Так. Мгм. Просто мы думали выходные делать, но опять-таки сейчас все не хотят в выходные, допустим, засиживаться за компом, еще какие-то дела и так далее. Но в любом случае записи это есть. И еще раз говорю, все вы мои контакты знаете. Есть какие-то вопросы, ну не круглосуточно уж, конечно, да, желательно. Да вы просто можете мне свои вопросы отправлять. Я смогу, я постараюсь вас проконсультировать по многим вопросам. Я так вижу, все большинство за 7, да? Ага, хорошо. Так, давайте тогда оставим 7, да? Ага, хорошо. Я в любом случае всех рада. Төнләми йоклыйм, Азат, миңа язма төнлә. Так, не по личным вопросам только, ладно? По учебе. Так, хорошо. Ладно, тогда решили в 7. Если что, там записи посмотрите, ладно? Я уж, конечно бы, мы рады всем угодить, да, но не всегда это получается, понимаете, да, это жизнь. Так, там bir qat barыгызга да бик зур рәхмәт бүгенге кичне минем белән үткәргәнегез өчен. Ам, Һәм сезгә әйе, мин сезгә рәхмәтемне белдерәсем килә. Һәм мин сезгә уңышлы кичләр, хәерле имин кичләр телим. Һәм киләсе очрашуларга кадәр сезнең белән саубуллашып торам. Да, я желаю вам хорошего вечера, э, вечера вторника, и жду вас на следующий урок. Спасибо всем за внимание, спасибо за вашу активную работу. М, Сау булыгыз да барыгызга да. Мгм. Сау булыгыз. Сорауларыңыз булса, миңа мөрәҗәгать итегез. Хорошо? Если у вас есть вопросы, вы можете ко мне обратиться. Рәхмәт, сау булыгыз.